очень удовлетворены таким содержательным докладом, Олег Несторович, вашим докладом, да, и полностью его поддерживаем. Со своей стороны я бы хотел сказать еще несколько слов о общей такой религиозной ситуации, и чтобы вот. Сегодня налицо некоторые процессы осмысления роли христианской церкви в формировании нашего государства и вклада ее в историю и культуру нашего народа. Динамика этих процессов, несмотря ни на что, радует. Но происходящая легализация религиозного мировоззрения несет с собой и все перипетии современной религиозной действительности. И эти непростые, но вполне естественные, а потому и предсказуемые процессы заставляют нас более ответственно подойти к мероприятию сегодняшнего дня и осознавать значимость грядущего общенародного собрания. Ведь как и вчера, так и сегодня Бог дает нам очередной раз раскрыть для себя самое главное. Это личность Христа как единственного посредника между собой и нами. Это учение Христа как актуального всегда, потому и сегодня. Это христианскую церковь, как видимое сообщество людей, свидетельствующих своей жизнью о реальном пребывании живого Бога в нашей общей жизни. Господь сегодня и сейчас дает нам и всему нашему народу возможность выйти на новый, качественный уровень взаимоотношений с самим собой. Здесь Он приводит нас к осознанию значимости самих себя как создания Божьего. Мы, как отдельно взятый человек, и мы, как единый народ, являемся той ценностью, ради кого Бог прислал в этот мир Своего Сына. Мы искуплены великой жертвой, в Христе нам дано спасение и дана свобода. И все эти богатства будут значимы для нас лишь если мы доверим свою жизнь, то есть самих себя, Богу. И это будет наше возвращение к Нему. Считаю, что наша национальная идентичность, как и идентичность любого народа, должна всячески способствовать этой устремленности, этой встрече с живым Богом. Для этого наши общие чаяния могут оформиться в такой единый организм или институт, как церковь. И этот институт, заняв свое место в жизни нашего сообщества, будет осуществлять свою священную миссию. Только поэтому мы и собрались сегодня здесь, только поэтому мы будем собираться и завтра. Ведь мы, как современное поколение людей, осознаем ценность этого времени и свою ответственность в сегодняшнем налаживании взаимоотношений с Богом. Ведь если мы не будем с Богом, именно мы, и именно сейчас мы потеряем и свою идентичность, и самих себя. Но я уверен, что не один только страх физического исчезновения или потери самих себя собрал нас сегодня здесь, а в первую очередь глубокая и всеобъемлющая жажда Бога. Жажда Бога как жажда истины, жажда Бога как жажда правды, жажда Бога как жажда справедливости, уверенности и мира. Именно такая жажда, такого Бога заставила нас подняться над всеми нашими внутренними человеческими недопониманиями и житейскими проблемами и быть сегодня здесь, и мы знаем, что Бог этому свидетель. Верю, что наше общечеловеческое врожденное устремление к Творцу приведет нас и наш народ с Божьей помощью к таким решениям, за которые нам не будет стыдно сегодня, а нашим потомкам завтра. Благодарим Бога за то, что Он руководит нами, и благодарим всех за активность, за переживания и за ваши личные молитвы. Да хранит нас всех Бог. Аминь.